Свет в конце карантина. Медленно, буквально шаг за шагом, миллионный Кыргызстан возвращается к привычному ритму. Буквально с 21 и 25 мая в Бишкеке начнут возобновлять работу некоторые виды экономической деятельности. При этом санитарно-карантинные посты на въездах и выездах из города будут функционировать в прежнем режиме. Сообщается, что на въездах в столицу установлены 16 санитарно-карантинных пунктов. Все посты находятся на территории Чуйской области с учетом того, что большинство жителей Чуйской области трудоустроены в городе Бишкек. В условиях поэтапного возобновления экономической деятельности будут разрешены следующие виды деятельности. Начиная с 21 мая. Первое. Центр обслуживания населения, цоны и автоцоны. Второе. Сферы бытового обслуживания населения, ремонт обуви, часов и так далее. Сборка, ремонт мебели. Третье. Сфера торговли. Торгово-развлекательные центры за исключением деятельности детских развлекательных заведений, игровых площадок, точек общественного питания, фудкортов, расположенных в торговых развлекательных центрах. Магазины и точки продаж непродовольственных товаров также могут осуществлять свою деятельность. Всем предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере производства, предоставления услуг, в том числе питания, торговли, других видов разрешенной экономической деятельности, в условиях чрезвычайной ситуации необходимо строго соблюдать санитарные правила, утвержденные постановлением правительства, а иначе их снова закроют. Столичные власти также назвали список видов деятельности, которые остаются под запретом. Первое. Вещевые рынки. Второе. Деятельность точек общественного питания, в том числе летних кафе и ресторанов с количеством посадочных мест менее 50. При строгом соблюдении дистанции между посетителями и столами. Между столами просим соблюсти дистанцию 2 метра. За исключением точек общественного питания, фудкортов в торгово-развлекательных центрах. Они также остаются под запретом, начиная с 25 мая в том числе. Третье. Деятельность театров, музеев, выставочных залов, галерей, библиотек и культурно-просветительных заведений. Четвертое. С 25 мая 2020 года сфера транспорта, услуг, городской транспорт будет полностью запущен. Как сообщил вице-мэр, гражданам, проживающим и прибывающим в город Бишкек, необходимо будет передвигаться согласно действующему порядку на основании справок с места работы, заверенных налоговым органом, с соблюдением текущего алгоритма получения разрешений на передвижение. Под запретом остаются также проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных мероприятий, деятельность увеселительных заведений, деятельность детских развлекательных заведений, игровых площадок, деятельность организации в сфере дошкольного образования, деятельность интернет-клубов, а также компьютерных и игровых заведений. Ну а в городе Ош от коронавируса излечились 111 человек из 127 заболевших. В настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе стабильная. Об этом сообщил первый вице-мэр Сайбджан Турдуев. По его словам, от коронавируса скончались 2 человека. Сейчас в обсервации содержится 525 граждан. На домашнем карантине 775. Около 20 объектов в городе Ош временно прекратили свою деятельность из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Как вам известно, с 11 мая начали работать отдельные предприятия с требованием выполнять все санитарно-эпидемиологические нормы. На сегодня был проверен 1131 объект. Из них 64 оштрафованы за нарушение. Хочу особо подчеркнуть, что объекты возобновят работу, как только начнут исполнять требования. Ну а полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев рассказал о том, что граждане, прибывшие из Солилецка по прибытию в Таласскую область, помещены в обсервацию. По его словам, вчера вечером на пост Талдыбулак прибыл 51 человек, которые ранее приехали из России и находились в обсервации в Бишкеке. Все прибывшие граждане были взяты в обсервацию на 5 дней. На 6-й день у них будут взяты ПЦР-анализы, и только после отрицательных результатов они будут выписаны домой. Также полпред отметил, что при взятии прибывших в обсервацию произошли недоразумения.
По решению областного штаба все граждане без исключения должны были при въезде на территорию области взяты в обсервацию на 14 дней. У прибывших граждан данная мера вызвала непонимание, но позже они вошли в наше положение, ситуация стабилизировалась. Из обсервации Таласской области выписались 603 человека. Из домашнего карантина вышли 3682 человека. По области 4257 граждан сдали ПЦР-тесты, результаты которых вышли отрицательными. Также 15 335 человек прошли экспресс-тесты. На сегодня в обсервации находится 95 человек. Стоит отметить, что всего из Соль-Илецка прибыл 541 гражданин Кыргызстана. Среди них зафиксирован 101 случай заражения коронавирусом. Остальные с отрицательным анализом выписаны на домашний карантин. Ну а на 20 мая Таласская область является единственной в республике, где нет случаев заражения коронавирусом. Кубат Хуанчбекулу, Владимир Кулбалдиев, НТС.